Устали уже. Лёша, наработались. А мы не колхозники. Рано сеять решили, погибнет хлопок. Тахирова послушались. Тахиров человек городской. Самое время сеять. День потеряем, в год не наверстаем. Видал? Пойду послушаю. Пойди, послушай, о чем они говорят. Напрасно стараются люди. Ну, как работается? Хорошо. Незаметно что-то, чтобы вам помогало ваше милое государство. Верный дорогой, а что если мы перевернем красавца еще раз? О, что ж, с великой радостью. Ладно, ладно, отстаньте от меня, бездельники. Планирует поле, роет арыки. Ожидает горы хлопка, а? И хлопок оденется вся Россия. Белый хлопок, поднимайся, расти! Чего вы разлеглись? Не хотите работать в колхозе, не торчите здесь, не мешайте людям. Слышите, что говорит председатель? Слышим! Уходите отсюда, нечего мешать людям. Комсомольцы, как там дела? Все в порядке, хотел вас взять на буксир. Детка, а если ты надорвешься, что мама скажет? Тахиров хороший парень, он мне очень нравится. Но почему-то таких умников земля терпит недолго. Хочешь сказать, чтобы он убирался, откуда пришел? Мне кажется, ты меня не так понял. Тогда объясни. Я объясню. Как-нибудь в другой раз. Не забывай меня. Заходи ко мне в гости. Желаю большого урожая. Спасибо за доброе слово. А Айна частенько с ним болтает. Кажется, Тахирову нравится Айна. Что это? Ой, верблюды! Верблюды с ума сошли!
Туркменистана. Спасибо. Большое спасибо. Ты теперь у нас дорогой гость. Спасибо. Хаджон, здравствуй. Чего стоишь? Садись, друг. Читаешь все. Угадал. Читаю и тебе советую. А я все книги прочел. Неужели? Зачем ты меня звал? А у меня к тебе дело. Ну что ж, слушай. Решил я с тобой посоветоваться о делах колхоза. А колхозники очень обижаются на тебя. Не знаю. Не веришь? А ни с кем не посоветуешься. На народе не бываешь. Людей силком заставляешь работать. Страх нужен. Будут бояться, не будут уважать тебя. Ничего заставы. Да только так авторитет потерять можно. А ты этого ждешь? Ты думаешь, что говоришь? Давно думаю. С места меня спихнуть стараешься. Думаешь быть председателем. Какая ерунда, Хаджон. Мне не нужна твоя должность. Мой долг — помочь тебе. Мы должны вместе разобраться. Колхоз-то у тебя плохо работает. Ты говоришь, много книг прочел. А ну-ка посмотри. Ленин. Книга нужная. Ты прочти. Он пишет все о наших с тобой делах. Ты с женщинами работы не ведешь. Никто из девушек на собрание не ходит. Никто не хочет вступать в колхоз. Работает одна Валя. Помогает еще немного Айна. Тахиров! Ты вот что помни. Здесь тебе не город. А я знаю. Знаешь, так обходи наших девушек стороной. Может, ты назовешь, кого именно? Я тебя предупредил, Тахиров. Так вот, Ленин учит нас, что женщины-работницы должны добиться равноправия, полного равенства с мужчиной-работником. Это в книжках, а у нас в ауле не выйдет. Выйдет и у нас в ауле. Только мешать этому делу никто не должен. А в колхозе женщин нет. Да. Товарищи, мужья не хотят пускать своих жен в колхоз, а мы не имеем права вмешиваться в семейную жизнь. Выйдешь замуж, узнаешь. А за такого я вообще не пойду. Но об этом не тебя надо спрашивать, Хаджон, и не мужчин, а женщин. А ты молчи. Когда спрашивали у женщины совета? Муж глава. Хаджон, а женщина, по-твоему, не человек, да? Может быть и человек, я не спорю. Но разве можно идти против обычая? Обычаи ломать надо. Нужно привлекать женщин в колхоз. Ты дождешься, Тахиров, что мужья тебе переломают ноги. Ты все смеешься, Хаджон. А Мелимула себе новую жену купил. Когда? Жену купил? Да. А вы не хотите работать в колхозе? Ну зря. Давай, помогай. Давай. Маму запиши. Дочка советует записать. Пока муж работает и хватит. У меня свой колхоз, семья. Да, не знаю, что семья большая. Большая, 14 душ. Здесь только младшие.